Selam aleyküm saygılı teleseyirciler. Efirde Nam Kırış News haberleri. Добрый вечер, дорогие телезрители. В эфире информационно-паралитическая программа «Нам Крыш Ньюс». И с вами в студии Эден Юсуфович Таиров И Михаил Петрович Кукуюк. Итак, сегодня в выпуске Руслан Бальбек до сих пор не может получить российский паспорт, потому что новые власти не могут понять, человек это или Севастопольский аэропорт. На выборах всего 2 депутатов Госсовета Крыма от «Единой России» потратили 200 миллионов рублей. Потому что, по заявлению Центра избиркома, 200 хорошо делится на 2. Акты вандализма продолжаются вновь и вновь. Кто-то помочился на здании Севастопольского горсовета. Все улики указывают на ночных волков, которые продолжают метить свою территорию своими залдостанами. По сообщению РИА Новости, Руслан Бальбек осудил слова крымско-татарского бизнесмена Ленура Ислямова. К сожалению, конкретных слов он вспомнить не смог, поэтому на всякий случай осудил все слова, которые когда-либо говорил бизнесмен. В том числе такие, как «селям» и «катах». Как оказалось, Сергей Аксенов во время просмотра художественного фильма «Властелин колец» болеет за гоблинов, а гоблины болеют за него. А сейчас об этих и других новостях из Крыма более подробно. Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин во время своего визита в Крым посетил Бахчисарай. Как видно из кадров съемки, президента встречала ликующая толпа бахчисарайцев, бурно выражавших свои эмоции по поводу приезда президента. На этих же кадрах видно, что некоторые из встречающих даже не смогли сдержать свою радость. Согласно заявлению пресс-службы, на встречу с президентом были допущены все желающие пожать президенту руку. К сожалению, желающие пожать президенту горло допущены не были. В поездке по Крыму Путина сопровождал экс-премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Также в высших эшелонах власти активно муссируются слухи о русском ответе Саакашвили и назначении Берлускони на должность главы Республики Крым. Что, серьезно? Прикинь. Ого. Действующий глава республики Сергей Аксенов выступил категорически против этой инициативы. По его словам, он тоже может разворовывать бюджет, иметь связи с мафией и участвовать в секс-скандалах. Мы продолжаем. В Керчи состоялась международная конференция писателей-фантастов на тему «Керченский мост. Миф или реальность?». Писатели обсудили, к какому разделу фантастики отнести проект строительства моста, к научной или к юмористической. Сенсационное заявление Сергея Аксенова вызвало широкий резонанс в российских СМИ. Так называемый глава республики предложил создать в Крыму аналог американского Беверли-Хиллз. Также у Сергея Аксенова есть в планах переманить туда голливудских звезд. Давайте посмотрим, как на это отреагировали сами голливудские звезды. А мы продолжаем. И сейчас краткий обзор крымской интернет-прессы. Власти Крыма заявляют, что на обустройство депортированных потратят 10 миллиардов рублей. Правда, просят не говорить об этом самим депортированным. Межнациональных проблем в Крыму нет, заявляет пресловутый глава Крыма Сергей Аксенов. Цитата: «У нас ни с хохлами, ни с чурками нет никаких проблем». В Симферополе Крымская республиканская клиническая психиатрическая больница номер 1 заплатит за стирку белья в октябре-декабре 2015 года 2 миллиона 550 тысяч рублей. Объявление о проведении тендера размещено на официальном портале государственных закупок Российской Федерации. На вопрос, почему так дорого, сотрудники больницы говорят, потому что белье будут стирать 2 Наполеона, 4 Цезаря и целых 9 Владимиров Путиных. Путин поручил ускорить выделение денег на ремонт дорог в Крыму. И эта новость уже вызвала обильное ускоренное слюноотделение у чиновников Крымавтодора. По официальным данным, Крым посетили 3,4 миллиона туристов. К сожалению, официальные данные не уточнили, что 500 тысяч из них были в звании лейтенанта, 100 тысяч высшего командного состава, 200 тысяч генералов, а остальные отдыхающие рядовой состав. Неудивительная в настоящих крымских реалиях новость. Рамзан Кадыров стал почетным академиком Республики Крым. Сейчас в Крымской академии наук решают, в какой именно области он стал академиком. Сам Рамзан Кадыров считает, что он стал академиком именно в Крымской области.
А к нам попали кадры, как он отреагировал сам на эту радостную новость. Давайте посмотрим. А также появилось видео, где новый академик спешит на работу в окружении младших научных сотрудников. Мы продолжаем. И у нас на очереди новость военных технологий из Крыма. Этим летом на трассе Ялта-Симферополь был замечен новейший российский танк с кодовым названием «Жук». Уникальная особенность танка в том, что при любой опасности он переворачивается на спину и беспомощно шевелит гусеницами. Еще одна уникальная военная разработка была представлена в Крыму этим летом. Презентация прошла во время военно-морского парада в Севастополе. Там зрителям была представлена уникальная так называемая ленивая ракета класса вода, воздух, дальше как попрет. А также власти Крыма продолжают бороться со страшным украинским военным наследием. Как они заявляют, при отходе украинские военные разбросали по всему Крыму чрезвычайно опасные противотанковые бордюры. Тигр не может переехать через бордюр. Давай, тигр, не можешь переехать. Ой-ой-ой. Бывает. Ну что ж, на этом мы заканчиваем первый выпуск нашей программы. И в завершении еще одна цитата так называемого главы Крыма Сергея Аксенова. «Крымчане могли только мечтать о таких зарплатах. Так давайте же не будем отнимать у них эту мечту». А на данный момент это все новости на сегодня. Смотрите нам Крыш Ньюс, не падайте духом.